Ассаламу алейкум, приветствую всех, друзья. Сегодня 12 апреля 2022 года. С вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Реалити. Так, отлично. Давно не уходил в эфир в ТикТоке. Относительно, конечно, все. Давайте пообщаемся, друзья. Тот мой канал на Ютубе постоянно атакуется, мне возникают проблемы даже самому писать комментарии у себя там, отвечая кому-нибудь из своих подписчиков или зрителей. Ну и вот тут тоже возникают проблемы. Был одно время забанен. Думал, вот последний бан это будет все окончательный бан, потому что меня ТикТок предупреждал. Ну, вроде еще не все. Еще теплится днем. Теплится днем. Жизнь в моем канале. Валейкум ассалам. Да Винчи. Валейкум ассалам. Или Да Винчик. Да Винчик. Так, друзья, ну, по нашей традиции, доброго дня на заходу Украины. Витаю, Украина. Оксана, здравствуйте. По нашей традиции, конечно же, мы должны сперва доложить, что говорит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Збройных сил Украины, и это очень важно, потому что идет война, люди гибнут оккупанты, так же как люди, но мы должны сообщить о количестве потерь со стороны оккупантов. Итак, около 19 600 буйных головушек сложили русские фашисты, 732 танка, уже танки закончились, наверное, у русских, 1946 боевых бронированных машин, 349 артиллерийских систем, 111 РСЗВ, 63 засобы ППО, анти-анкрафт, 157 самолетов, это вообще моя любимая тема, 140 вертолетов, это просто шикарно, 124 БПЛА, беспилотно-летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 1406 автомобильной техники, 76 цистерн для перевозки топлива, 7 кораблей, катеров. Слава Украине, героям, ее защитникам, слава, супер просто. Далее, из того, что известно на сегодняшний час. Так, где ты был? Где был? Пиво пил, как говорится. Был, тут я был. Меня забанили опять на ТикТоке. И я был у себя на YouTube-канале Реалити. Вот такие вот были дела. И вот я решил... Ну, меня разбанили-то тут уже давно. Но я вот только сейчас решил провести стрим. Итак, как известно, в Мариуполе защитники Украины бьются в очень тяжелом положении, в окружении, в тактическом окружении. Находится у меня на канале, я выкладывал видео и командира азовцев, и замкомандира, позавчера, по-моему, или вчера выкладывал видео замкомандира Азова. Парни не отчаиваются, парни держатся. Вчера поступила информация, что против них применили химическое оружие. Есть такой один Басурин, что ли, его фамилия, из ДНРовец. Он сказал, что нужно применять химическое оружие, но обычно они это говорят после того, как применят. И вот была такая информация, потом Арестович сказал, что вроде бы пока информация проверяется и так далее. Потом поступала новая информация, что все-таки применили. Мы ничему не удивляемся, конечно же, они уничтожат всех украинцев,
Я имею в виду и русских тоже, чтобы русские, какие там сидят в Украине, держат там кулачки, кусают кулачки и думают, ну сейчас всех хохлов перебьют там, а мы сейчас тут будем править. Абсолютно это не так, можете вообще, это я к русским говорю. Абсолютно, для них нет разницы. Чеченец, украинец, там русский. Это зверье, которое, это КГБ, ФСБ, об этом мало кто говорит, об этом всегда говорят о каких-то бурятах, о каких-то кадыровцах. Помните, в начале, в 2014 году говорили о каких-то бурятах, боевые буряты, боевые буряты. Самое интересное, когда украинская общественность, или же, я не знаю, может это не украинская, это хохловская какая-нибудь пропаганда подхватывает этот нарратив и начинает повторять. Это именно то, что нужно русским фашистам. Вот они не будут жалеть ни русских, которые живут, да, я об этом много раз говорил. Город Грозный, самый русский город был на Северном Кавказе. Как известно, в 1944 году всех чеченцев и ингушей выслали со своей земли, то есть устроили геноцид под видом депортации, и туда заселили русских. И в основном 80-85% русских жило. Да, если не больше, может даже все 95 было русскоязычных в городе Грозном, так его сравнивали с землей абсолютно, не обращая внимания. Кого мы, своих русских, кого соседей, там, наших русских, кого смогли, мы вывезли в аулы, в горные населенные пункты или за пределы города Грозного. А город Грозный квартал за кварталом сравнивали с лица земли. И когда туда приходили русские фашисты, они задавали вопрос, а что вам, как вам живется там с чеченами. Они тоже были тогда накачаны пропагандой, им показывали. Их особо накачивать-то и не надо. Но вот им говорят, что вот если ты поддерживаешь чеченов, то ты, значит, такой же, как чечен. Короче. И вот они спрашивали, как тебе жилось? И те отвечают, ну, нормально, пока вы не пришли, жилось нормально. Бах, выстрел. Русский, не русский, не имеет значения. Вот такие вот дела были. Поэтому не обольщайтесь, русские жители, русскоязычные. Я уже думаю, вы многие поняли, что после Мариуполя, после Харькова, что после Бучи, что никто вас жалеть или выделять в особую группу не будет, будут мочить всех подряд. Ну, даже если бы вас и выделяли бы, и вы бы выделялись бы, это, так, чтобы вы понимали, это предательство. Предательство того народа, с которым вы живете, предательство той земли, которая вас кормила там до определенного возраста и так далее, и так далее. Поэтому имейте в виду, что и так вы будете неправы. Оккупант, он всегда неправ. Так, почитаю ваши комментарии, друзья. Слава Украине, героям слава. Салам алейкум, королева, ва алейкум ассалам. Вы со своими славиками уже все достали. Так, добрый вечер, где ты был? Доброго дня, доброго. Ассалам алейкум, ва алейкум. Просто уже не смешно в составе Российской Федерации. Так, привет, как вы? Супер, вато, вахо. Вато, супер, спасибо. Как ты, Вато? Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Асан. Приветствую вас, друзья. Так, ставьте лайки, друзья, и распространяйте наше видео. Чем больше вы поставите лайков, тем больше видео предложит ТикТок новым зрителям. Чем больше вы поставите лайков, опять же, будет больше просмотров. Задавайте ваши вопросы, и я постараюсь на них ответить. И у меня в 6 часов по Берлину, то есть через 2 часа, будет стрим на моем YouTube-канале Reality. Кстати говоря, подписывайтесь на мой другой канал и в ТикТоке, тоже называется Аслан Арцуев. Подписывайтесь и распространяйте наши видео. Так, отправил подарок. Так, мне вот задаривают подарками.
Очень, знаете, друзья, меня вот вопрос, ну, тема, то, что волнует, да, хотелось бы обсудить тему, которую, м, как вы думаете, наша Украина выжжение оккупанта? Абсолютно стоп, и как вы думаете? Абсолютно, я думаю, Оксана, вы, конечно, вы победите, вы уже победили. Но вообще, знаете, план был такой, что вот они нахрапом заезжают, проводят парад и так далее. Вы про Кадырова не услышали бы, ну только постольку поскольку, потому что постольку поскольку он всегда там на экранах маячит. Вы бы услышали бы про великого Путина, как он справляется, потом он приехал бы как в Крым, этот Жирик сдох к тому моменту, или уже сдох бы, да, он уже, по-моему, тогда захворал, может, его и грохнули, да, ну, хотя уже и сдох, здоровья-то у него уже не было никакого, столько сил отдать КГБ, нам ничего не осталось. И вот вы бы не услышали бы ни про Кадырова, ни про других. Был бы один Путин, великий собиратель земель русских, и потом он объявил бы себя царем русским, славянским царем он объявил бы. Вот так это было бы. И ваши КГБшники, СБУшники, которых вы, кстати говоря, не люстрировали, и потом вам это все аукнется, это 100%. Потому что КГБшники это такая особая порода людей, которые не имеют ничего человечного. И они вообще других людей не признают за людей, кроме КГБшников. Вот КГБ, ФСБ это их братья, там КГБ Беларуси их братья, а остальные это так, это или потенциальные агенты для вербовки, или враги. Других у них нет. Ну или уже завербованный агент. И так далее. Они вот с этим КГБ собираются очень далеко идти. Так, Стейси, большое спасибо за подарки. Слава Украине, героям слава. Поэтому план был такой, что вы разбегаетесь, ну помните, не знаю, это правда, это фейковая цитата или нет, но есть такая цитата в интернете гуляет из книги Джохара Дудаева: «Никогда не считайте украинцев настолько слабыми, насколько там они вам кажутся на первый взгляд». И вот именно вот эту книгу, если она есть, или эта цитата, которая есть на самом деле в интернете, Путину следовало бы прочитать. Да? Не недооценивайте украинцев, они не настолько слабы, как вам кажется. Вот такая вот произошла история с Путиным. Он недооценил украинцев, конечно же, и вот пролетел. Положили уже около 20 тысяч орков, фашистов. И вот знаете что меня беспокоит в этой теме? Очень важно, я буду об этом вновь и вновь говорить, чтобы вы понимали. На протяжении уже веков Украина борется за свою незалежность, за свою идентичность, за свою свободу. И много крови пролито, много методов применено, да, начиная там, от обычных боевых действий, заканчивая голодомором, искусственным голодом для истребления неугодных, недовольных, ослабления этой нации, народа. И никогда чеченцы не убивали украинцев. Наоборот, когда был голодомор, когда было тяжело, украинцы у нас находили приют, и каждая чеченская семья считала за честью взять там ребенка, взять семью, помочь там и так далее, и так далее. При всем при том, что мы сами же находились почти в таком же положении. Мы никогда не делали украинцам ничего плохого. Никогда мы не убивали украинцев, никогда не объявляли войну. Впрочем, как и Украина нам никогда не объявляла войну и так далее. Но сейчас вот в Буче, да, произошел случай. Это вот Чеченская республика, это одна большая Буча, вот самая большая, вот, и об этом пытаются многие не говорить. И
нам начали рассказывать, делать вбросы, там, начиная там, от разных Христогрозевых, там, Мрозевых и других третьих цимбалюков, что там где-то там в Буче были чеченцы и так далее. Так вот, даже если бы там были бы чеченцы, это не говорит о том, что к этому отношение имеют чеченцы. Это русская война, русская, вот видите, пишут «Слава России», пишут там и так далее, и так далее. Они сумасшедшие, они не понимают, что они несут зло, они не понимают, что они несут горе людям. И убивать для них, насиловать, грабить, для них это, это нормально, это их естественное состояние. И нам постоянно КГБшники, русские КГБшники, понимая, что рано или поздно нужно искать точки соприкосновения с украинцами, им придется, да, они пытаются это все свалить на чеченцев, кадыровцев. Хорошо, не говорят сейчас чеченцев, но любой украинец между собой говорит чеченец. Это публично не говорит там и так далее. Даже мои друзья украинцы, когда мы разговариваем, говорят, там же чеченцы были, где-то там, например, в том же Мариуполе там идут кадыровцы, боевые действия. Это как бы хорошо понимают, в голове главное, чтобы понимали, что есть нормальные люди, а есть вот отбросы общества в лице кадыровцев. Но более того, ситуация, которая сейчас развивается, она приведет к тому, что русские сейчас подпишут какой-то с вами договор, сделают крайними кадыровцев вот в этих военных преступлениях. Они пытаются сделать, слава богу, у них это не получается. Информационно мы побеждаем, на самом деле, в этом это можно поздравить нас всех с этим. Но пытаются оставить след в истории наших чеченско-украинских взаимоотношений, оставить такой плохой кровавый след. И в Буче нам рассказывают, что были чеченцы. И да, там реально были двое чеченцев. Из 1513 человек было 2 чеченца. 18 было всего кавказцев. А кавказцев всех называют сейчас чеченами, да, чеченцами, чеченами, кадыровцами и так далее. И нам показывает тот же Бутусов у себя показывает, которого я в принципе не заметил ни в предвзятости к чеченцам или необъективности. В принципе, очень объективно подает информацию на сегодняшний день. У него даже это проскакивает, там какой-то дедушка говорит, были там какие-то кадыровцы, Бучи. Дедушку трясет, там убили его, там друзей, там родственников кого-то убили. И он рассказывает, и говорит, маленького роста. Обычно чеченцы, конечно, бывают маленького роста, но мы так не особо маленькие. Маленькие бывают там, другие народы, сейчас не буду никого называть, чтобы не обидеть. И дедушка мог ошибиться, просто по кавказцу перепутать, да, что это могли быть дагестанцы, это могли быть осетины, это могли быть кто угодно. Да, в конце концов, есть и русские темненькие, которые могли бы легко сказать, что мы чеченцы, мы кадыровцы там, и так далее, и так далее. И основываясь на этом показаниях этого дедушки, говорят, что там были чеченцы. Обидно, досадно, но, как говорится, вчера, вооруженные силы, генеральный штаб ВСУ сообщил, что там было, они знают пофамильно теперь всех, кто там принимал участие в этой резне бучевской, там 2 было чеченцев, остальные были не чеченцы. Такие дела. И да, их в Мариуполе, как ты говоришь, Давинчик, в Мариуполе больше там идут боевые действия. Я не оправдываю кадыровцев. Эти люди позорят нас. Они перешли на сторону русских в самой Чечне, воевали против нас, убивали нас. И теперь пошли еще нас позорить на весь мир и дальше убивать. Так, Муслим Арцуев, спасибо за автомобиль, Дион. Такие
дела. Поэтому будьте бдительны, не поддавайтесь на пропаганду. И речь не о русских как русских, да, о политических русских, об имперцах, об фашистах, которые считают, что вот все должны жить так, как они хотели бы, чтобы мы жили. Вот такие вот дела. Друзья, Аслан, я это понимаю, манкушты за все ответят, иншаллах. Да, мула, ответят. Ответят. Оригинал Езиды. Так, оригинал Езиды. Пока нет, я пока не готов общаться. Вот такие вот дела. Так, задавайте ваши вопросы, друзья. И я еще раз напоминаю. О, Муслим, это у тебя какие-то крутые эти пошли, да? Машины, мотоциклы. Такие вот дела. О чем-то я еще хотел рассказать. Так. Поэтому, друзья, не ведитесь на эту пропаганду. Муслим, дуже дякую. Боксерские перчатки. Ассаламу алейкум, Бактыбек. Ва алейкум ассалам, Бактыбек. Пригласить на совместно. Пригласить. Это ты мне прислал, Муслим, пригласить или нет? Или это мне просто так предложили? О, смотрите, лайков сколько уставить. Молодцы. Нет. Ну, это значит, мне просто предложили. Предложили провести с тобой совместный стрим. Так. Я что? Стрим мой называется сегодняшний. Подельников. Самое главное. Подельников. Путин защищает своих подельников. Так, извините, пока я не готов. Так, пользователь отправил подарок. Дуже дякую за подарки. Есть такой Владислав Сурков, да? Его зовут Асланбек Дудаев. Он по отцу чеченец, по маме русский. Этот человек работает в ГРУ, военный там и так далее, и так далее. Где-то чем-то на Арестовича он похож, да, и внешне, и по манере говорить там и так далее. Ну и мне кажется, не глупый парень этот Сурков, как и Арестович. И его сейчас, говорят, сейчас репрессируют. Там есть беседа такой есть, который отвечал за разведку, за вербовку там и так далее. И, как известно, провалилось все. И помните, Путин говорил военным, мы должны подняться, взять в свои руки там и так далее, и так далее. Видимо, была какая-то договоренность или была, видимо, какая-то информация, что украинские военнослужащие поддержат или офицеры поддержат вторжение фашистской России. И это был такой обломчик у Путина. И уже Путин в открытую прямо просил поддержать военных, типа против наркоманов, это типа Зеленский, наркоманы, поддержать и так далее, и так далее.
И вот сейчас началась зачистка. Об этом я говорил давно, еще несколько лет. Об этом я говорил, что это обычный сценарий развития ситуации, когда окружение Путина будет зачищено. Так делают все диктаторы. Так сделает и Путин, без сомнения. Сейчас пока лайт-версия, они так некоторых убивают, но это делается так, как-то аккуратненько у них это делается. Не массово, скажем так. Но, по всей видимости, скоро это наберет и приобретет и массовый характер. Ну, посмотрим. И вот сейчас Владислав Сурков, который один из вдохновителей геноцида чеченского народа. И вот вчера сидит Пьянтковский, есть такой Андрей Андреевич Пьянтковский, и Цымбалюк есть такой, хохол, который очень много ошивался в России, и сейчас ненавидит просто чеченцев, и, видимо, может, ему кто-то пинка дал из чеченцев, когда он там в Москве где-то много уеживался, получил, наверное, пинка. Из-за этого, наверное, ну, может, принимал участие в этой пропагандистской информационной войне против чеченского народа, и, ну, как бы, коллеги, товарищи, там, они вместе мочили чеченов, и теперь, наверное, тяжело. Я даже иногда не понимаю, почему люди так сильно нас ненавидят. Мы им ничего не сделали, они нас ненавидят. Я думаю, это ущербность какая-то у людей. Они боятся нас, наверное, просто завидуют нашей смелости, нашей красоте, харизме. Может, ну, особенно, я думаю, Цымбалюку есть чем там завидовать. Поэтому, и вот они вчера рассказывают, говорят, что Сурков, по всей видимости, был внедрен чеченский. Вот представьте, я вообще расскажу про Пьянтковского. Пьянтковский рассказывал о том, что чеченцы ненавидят, это его любимая тема, чеченцы ненавидят русских. Это его любимая тема. Видимо, он испытывает какой-то комплекс и думает, что мы должны его ненавидеть. Это не так. Я ему говорил, что мы не ненавидим всех русских, только лишь из-за того, что они русские. Мы ненавидим тех, кто нас хочет убивать и не дает нам жить свободно. Да? И пытается вот это свое быдло цивилизацию свою затащить нас туда. Нас не надо туда тащить. У нас есть своя цивилизация, которая нас более чем устраивает. Но они этого не понимают. Не понимают. И вот он говорит, что когда убили Политковскую, Анну Степановну Политковскую, героя, защитницу чеченского народа, руками чеченцев ее убили. Это тоже известный факт. Путин любит так убивать своих врагов. Это так распространено у этих КГБшников. И убийца Анны Политковской проживал у себя там на улице где-то в Чечне, в Ачвар-Мартановском населенном пункте Ачвар-Мартан. И никто его не сдавал, он говорит. Типа, чеченцы так нас ненавидят, и говорит, что никто не выдал его, говорит. Это притом, это вообще надо понимать, в каком состоянии находились тогда чеченцы, в каком они сейчас находятся, чеченцы. Это при том, что когда отца или сына убивают, приносят отцу, бросают ногам труп, к ногам отца, сына труп. И говорят, вот мы эту собаку убили, и остальных собак убьем, если там не утихомиришь их. Вот в таком состоянии, когда чеченцы находятся просто 1937 год, время большого сталинского террора в Чечне идет уже на протяжении последних 20 лет. Да, с начала Второй русско-чеченской войны идет с 1999 года, когда Путин взорвал свои дома, идет вот этот процесс большого террора. И русские
не замечают. Вот у меня претензии могут быть ко всем угодно, в том числе и к украинцам, что не замечали вот этот террор, там делали вид, что не замечали и так далее. Но это может быть только такого морального плана, только претензии к украинцам и ко всем остальным. А к русским у меня есть уголовного характера эти претензии. Да? Бездействие, оно также преступно, как и иногда преступное действие. И вот Пиантковский, который там является каким-то там консультантом в Америке там, и так далее, он фактически нас обвиняет в том, что вот Анна Политковская нас защищала. Надо отметить, что вместе с Анной Политковской всеми расследованиями Чеченской Республики занималась Наталья Истемирова. Она непосредственно бывала в Чечне, Анну Политковскую многие знали, поэтому ей было трудно там бывать. И рисковала, всю информацию добывала чаще всего Наталья Истемирова. Она и была убита. Она была убита, позже была убита и Анна Политковская. И вот он говорит, что столько Политковская сделали для чеченцев, а чеченцы не выдали убийцу, не сказали, где он находится. Ну, во-первых, кому выдавать? Российской власти, которая нас и убивает, и убила Анну Политковскую. И киллер-то все знали, и власть в Чеченской Республике, так называемая власть, оккупационная власть, она знала прекрасно, где находится человек, убийца, и могла его задержать в любой момент. И вот он начал на эту тему говорить, что чеченцы даже Анну Политковскую считают плохой, там, ну, типа не будьте никем, никто не будьте хорошим с чеченцев, никто не помогайте чеченцам. Он говорит, смотрите, как они поступили по-свински, Анна Политковская. Это он свое вот это русское, свою русскую ненависть к чеченцам проецирует на нас, что вот мы испытываем то же самое по отношению ко всем русским. И вот я ему написал, я говорю, Андрей Андреевич, ну это не так, я говорю, мы сами находимся в тяжелейшем положении, у нас все плохо, нас убивают, вы даже не понимаете, о чем вы говорите, если вы такие вещи пишете. Мы тут за своего сына не можем ничего сказать, потому что других сыновей убивают, понимаете? Не то, что убивают, да, у чеченцев есть такое выражение «честь дороже жизни». Нас докасаются до нашей чести, то есть до наших женщин опускаются, трогают, ну, избивают и много что еще происходит. И чеченцы как бы находятся в очень тяжелом положении. Мы знаем, есть такой Хасан Халитов, такой в Турции живет. Он сам прямо сидит и рассказывает, что его сестру забрали, раздели, только лишь за то, что он там где-то говорит. Говорит, раздели и прислали ему это видео. Он это все сидит, сам рассказывает. Не знаю почему, правда. Но вот до того они опускаются и так пытаются опустить нас. И вот я ему пишу, знаете, я говорю, Андрей Андреевич, у нас нету к вам ненависти. У нас есть, и привожу ему цитату из книги Хаджи Мурата Льва Николаевича Толстого, Хаджи Мурат, где там описывается, как пришли русские фашисты и там разбили село, уничтожили, убили людей, там загадили фонтан, мечеть, там, ну, обычно русские так всегда делают. Они, ну, у них, ну, это доблесть, наверное, как-то, или они думают, так кого-то они унижают. Если они там зайдут на ковер, на стол, где-то нагадят, там, или в мечети нагадят. Это было и в эту войну, и в те войны, в царские, фашистские времена. И он там пишет, ненависть к русским, о ненависти к русским, это Толстой говорит, о ненависти к русским никто не говорил. То чувство, которое испытывали чеченцы от мала до велика, было больше, чем ненависть. Это было такое годливое ощущение и такое чувство для того максимально, как инстинкт самосохранения, там он говорит, это чувство как инстинкт самосохранения, как к паукам, там, ящерицам и так далее, как можно быстрее убить, раздавить, чтобы
для своей безопасности. И вот я ему это написал. И вот теперь он везде это цитирует. Опять же, я говорю, это писал русский граф, да, граф Лев Толстой, реально великий писатель, один из немногих русских великих писателей, но при всем при этом всячески он приводит вот именно Пиятковский, вот эту цитату, которую я ему рассказал, привел ему. И вчера они с Цымбалюком рассказывают, как чеченцы внедрили Суркова для того, чтобы уничтожить. С одной стороны, если это так, то, конечно же, честь и хвала Суркову. С другой стороны, Сурков один из архитекторов геноцида чеченского народа вот в эти две войны. Ну, может, он как, внедрялся, и там Пьянковский говорит, вы знаете, говорит, этому Цымбалюку, тоже такой же латентный чеченофоб, как и Пьянковский. Вы знаете, говорит, чеченцы взрастили украинскую нацию, чтобы она уничтожила Россию. Как это, да? Вот такие мы крутые. Вот такие вот мы крутые, ребята. Вот такие вот мы крутые. Мы готовились. Но я знаю, если очень сильно захотеть, конечно, это можно сделать. И я надеюсь, мы в долгу перед фашистами, имперцами русскими не остались. И еще не останемся. Есть еще грядут большие судебные процессы. Мы будем находить и наказывать всех преступников, которые совершили геноцид нашего народа, военные преступления, преступления против человечности. И дай Бог, это произойдет очень скоро. Так, и Виталий, я только подумал, куда пропал Аслан и каким-то чудом через минуту попал на стрим. У меня был один подзащитный, и когда мы с ним встречались в этом изоляторе, он мне всегда говорил вот так, типа от сердца к сердцу, как-то у них это значит. Вот такие вот дела. Так, привет из Одессы. Александр Путинцов. Привет из Одессы. Привет, Одесса. Салам из Ичкерии. Крайгриш. Салам из Ичкерии. Салам, Ичкерия. Так, вот такие вот, друзья, у нас дела. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте наши видео. Салам из Казахстана. Салам, Казахстан. Салам. Так. Так что вот такие вот, друзья, дела у нас. Кстати говоря, в 6 часов, то есть через 1,5 часа по Берлину 6 часов, будет стрим на канале, на YouTube канале Reality. Тоже заходите, подписывайте, распространяйте. У меня там опять очень сильная активность этих хакеров, российских хакеры или кто они, как они там называются. Очень сильная активность. Сейчас возникают проблемы, отписки происходит. Но ничего у них не получается. Извините. Я вернулся. Так, привет. Я вернулся. Как этот был такой мультфильм. Уверить,
А, Ну, как-то он начинался, я родился, вылазил там этот, я просто помню, да, он рисует, Ярахамуллах. По их мнению, мы не обязаны никоим образом помогать им. По их мнению, мы не обязаны никоим образом помогать им. Кому им? Дах Борис. Дах Борис. Так. Дал духва уэло тун оша дерес хуйл масуда адойру айсош. Так. Амина Алла. Ах, Борис. Так, украинцам. А по мнению кого? По мнению русских ты имеешь в виду? Поделился трансляцией. Так, вот, правильно, делитесь, Бусалб. Простыли? Нет, нет, не простыл. Просто почему-то сейчас чихнул. Здесь, в Гамбурге, очень такая высокая влажность. Мне погода в Гамбурге напоминает погоду в Питере. Ну, в Питере она еще чуть-чуть прохладнее, чем тут. Но здесь тоже очень такая высокая влажность. И там постоянные частые дожди. Вещи очень плохо сохнут, если их вывесить и так далее, и так далее. Но не понимаю, что нам тоже помогали. Да, берегите здоровье. Да, я берегу. Я из Питера. Витаю, Питер, витаю. А я учился в Санкт-Петербургском госуниверситете на Васильевском острове на 22-й линии. Так. Раньше хотя бы нам заходили эти Кадыркины, там, оскорбляли там что-то туда-сюда. Сейчас роли пропали. Знаем, говорит. Ну да. Знаем. Сейчас уже ни Кадыркины, ни русские не заходят. Ну, эти имперцы русские имеется в виду. Заходите, давайте. Что если таки война закончится? Чем все-таки война закончится? Знаете, не хочу особо расстраивать, конечно. Война, она может продлиться, потому что в определенной степени силы у России долго еще могут быть, но война закончится только тогда, когда все земли Украины будут полностью освобождены. Восстановлена территориальная целостность и конституционный порядок на всей территории Украины. Соответственно, Чеченская республика Ичкерия тоже должна стать свободной, независимой. Не знаю, как насчет другие. Вот говорят Кавказ там и так далее. Наверное, если это будет безопасно для жителей этих республик, Кавказских республик, они захотят. Но так я не вижу желания Кавказских республик выходить из состава России. И если полной безопасности, ну, может, тогда согласятся, не знаю. Даже знаете, как это может быть? Даже вот элита, которая, так называемая элитой она не является, конечно же, вот, которые служат фашистской России, если они переметнутся на другую сторону, а они, ну вот есть предположение, что есть такие вот
направление, движение в сторону Турана, Турции, что Турция придет на кого и так далее. Булут Садо. Нет, Булут Садо, и вам я что вот они придут, там что-то изменят. Но это если брать в целом Кавказ. Россия должна вообще перестать быть империей и стать нормальной республикой, нормальной русской республикой. Думаю, этим все и закончится. Да, Алмула. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Хамза. Уже скучновато без... Уже скучновато без Кафыровых. А что, без них мы остались, что ли? Они пока еще есть. И Асан, почему ты 95 написал ты? Вот зачем ты ставишь 95? Если ты хочешь подчеркнуть, что ты чеченец, ты можешь просто чечен написать, че написать. 95 это нам русские дали этот номер. Зачем мы это делаем? Постоянно говорим об этом, напоминаем. Это как на зоне вам дали. Россия это вообще гулаг народов, гулаг, тюрьма народов. Абдурахман Автарханов называл это гулагом народов. И один из номеров, присвоенных тяжелейшими потерями, оккупировав, убив треть нашего народа, нам присвоили 95-й номер. Я прошу всех чеченцев не писать 95-й там номер там, и так далее. Если хотите подчеркнуть, что вы чеченцы, просто напишите чеченцы, что, и все. Потому что у них ТикТок не работает. ТикТок-то может работает. Посмотрим. Ну, очень много потерь у кадыровцев. Очень много. Вчера были уничтожены представители 58-й армии, которая дислоцируется в Шалях, город Шали, Чеченской Республики. Это русские оккупанты, в основном там служат дагестанцы и осетины, ну и русские, конечно же. Особенно неприятно, когда там служат дагестанцы и осетины. А Дагестан вообще считается, это чуть ли у них таким национальным видом спорта. Отслужить Чечне, наемникам, пойти и заработать деньги, и побыть в Чечне. Просто даже из человеческого сострадания, из человеческого там, солидарности, соседской, кавказской солидарности могли бы не ехать. А у них это национальный вид спорта. Причем я заметить хочу, что началась война русско-чеченская, вторая русско-чеченская, когда чеченцы пошли на помощь дагестанцам. А сейчас дагестанцы делают вид, что этого всего не было. Есть разные проповедники, которые колодцы копают, там разные дагестанские проповедники призывают там к разным джихадам и так далее против кафиров, но почему-то никогда не останавливают вот своих вот этих наемников, которые служат у нас, в нашей Чеченской Республике. Как говорится, лучше бы занялись бы вот этим вопросом бы, чем всеми остальными. Колодцы там рыть там и так далее. Так. Потому что у них так. Нет, не чтобы это подчеркнуть. Отсылка на другое. Так. Ну да, лучше убрать, чтобы не уподобиться. Ну вот, 95 у меня ассоциируются, например, машины на номерах. Здесь в Германии бывает. 95. Я сразу понимаю, что это чеченец едет. Ну зачем ты берешь, елки-палки, 95? Ну хотя есть здесь кадыровские, там, подрусские, я их называю. Кадыров говорит, что он воин. Это так? Нет, конечно. Какой воин?
Кадыров абсолютно никогда не был воином. Вообще он даже не знает, что это такое воин. Ну, даже просто на его телосложение посмотрите. Ну ладно, телосложение дает Бог, оно может быть разным. Но чтобы воином быть, Кадырову, он называет себя воином, там, я, Рамзан, воин, там, это для нас, для чеченцев, это очень смешно. Но для русского вот, потребителя этой информации, это ну, звучит, там, это воин, там, раз чеченцы все молчат, ну, значит, наверное, говорит правду. Или он говорит, он один приходил с пистолетом, и 1500 наших партизан, наших ополченцев, нашей регулярной армии, 1500. Это, наверное, там, я не знаю, половина или там одно направление, которое сдерживало всю Россию, 1500 человек. Один Рамзан приходил с одним пистолетом, и они все вот так вот рассказывают, вот так все разбегались, просто Рамзан идет. Ну, человек просто уже, ну, он психически, может, нездоров, или, может, ему задание такое, притворяйся дураком, или, может, это у него защита потом, когда он будет в суде защищаться, он будет говорить, ну, я, смотрите, такой бред нес, я же сумасшедший, нормальный человек не может нести ведь такое. Поэтому нету ни одного боестолкновения, в котором участвовал бы Рамзан Кадыров. Нету, не говоря уже о том, что боестолкновение с российской армией. Да, если он воин, он же должен... Он каратель, обычный каратель. Человек, который продал душу дьяволу, сатане, КГБ. Его отец продал эту душу дьяволу, сатане, КГБ. И они служат вот верой и правдой вот этим гимнюкам, и у них другого выбора нет и не будет. Все. Их жизнь закончилась. Они слишком много убили чеченцев, что им это не будет прощено. И никакой он не воин. Он даже с воинами рядом не стоял. Единственное, он стоял с убитыми воинами. Убитых чеченских воинов, которых ему доводилось позировать на камеру. Вот это было. А так, конечно, не воин. Какой он воин? И он не воин. И тех, кого послали вам туда, в Украину, ну, процентов 80-90 тоже не воины. Каратели, обычные каратели. Они могут пытать, они могут убивать. Вот это не могут. Доброго дня, Ксения, доброго. Так, он пожиратель пирожков. Да, абсолютно так. Много в Гамбурге чеченцев осталось. Да, очень много здесь в Гамбурге чеченцев. Очень. Аса, как ты думаешь, почему Украина не признает Ичкерию? Это очень хороший вопрос, и мне бы хотелось бы его задать украинским властям. Знаете, Украина принимала участие опосредственное, прямое в геноциде чеченцев. Там где-то как-то рядом выдавала наших бойцов. Мы знаем, что СБУ, руководитель СБУ, сбежал в Россию, когда Янукович тоже, как мы знаем, тоже был под русским. Министр обороны Украины был под русским. СБУшники были. И эти все люди принимали участие в войне на стороне России. И таким образом удалось вот, довести чеченцев до этого состояния, в котором сейчас находимся. И есть СБУшники, вот, например, вооруженные силы Украины, вот вчера буквально я у себя на канале выкладывал в разделе сообщества эту информацию. Вооруженные силы Украины, рассказывая об уничтоженной колонне из 58-й армии, из дислоцирующейся Чеченской Республики, так и пишут: временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Для меня этого достаточно, чтобы сделать вывод, что вот именно вооруженные силы Украины, они кровно заинтересованы победить Россию. А тот, кто не признает Чеченскую Республику Ичкерия, они не заинтересованы. Они заинтересованы уладить это как-то, потом подружиться с русскими, там еще какие-то там свои дела поделать. Вот это им... А СБУ люстрации не было. Военные, может, и не принимали участие против войны в Чечне, но СБУ,
и другие разные политики украинские, они принимали на стороне, тот же Цимбалюк возьмем, да, пропагандисты разные, принимали участие на стороне России против чеченского народа и государства. Поэтому это большая проблема, и было бы правильно, если бы не только вооруженные силы Украины признавали бы Чеченскую республику Ичкерия независимой, временно оккупированной страной, а это сделал бы президент Владимир Зеленский. Почему он так не делает? Вот у меня вот очень интересный вопрос такой возникает. Если вас убивают, над вами творят геноцид, военные преступления творят, может не геноцид, допустим, военные преступления, преступления против человечности творят, и вы не признаете Чеченскую республику Ичкерия, я не знаю, что хочет этот президент, что ему мешает признать Чеченскую республику. Просто даже назло России это признать было бы круто. Нет, не признают. Не знаю, с чем это связано. Соучастие я это называю. Это называется соучастие в путинских преступлениях. Например, когда началась эта война, я вообще из России выехал, когда началась война в Украине. С 2014 года она началась, в 2015 я уже был здесь, в Германии, в начале 2015 года я уже оказался здесь. Потому что я очень активно вел деятельность против войны, аннексии Крыма, там захвата Луганска, Донецка, части территории Луганска, Донецка. И я подумал, что настало время уже открыто мне начать выступать против России и выступать против России, и в России находиться мне небезопасно. И я выехал сюда. И все эти 8 лет я активно поддерживаю Украину, везде пишу, говорю, очень много мне удалось сделать, склонить многих чеченцев в чашу перевесить. Хотя Украина выдавала Тимура Тумгоева, вносила чеченцев в санкционные списки и так далее, и так далее. При всем при этом мы продолжали поддерживаем, хоть и было нелегко, особенно когда выдают ваших же защитников Украины, не говоря уже наших защитников Чеченской Республики, которые прятались в Украине, их выдавали, их выдавали, и Россия их убивала. И все равно я понимаю, что есть нормальные украинцы, есть свободные казаки, которыми мы одинаково думаем, у нас один общий враг, которым мы друг друга понимаем, и так далее, и так далее. И вот когда началась вот эта это крупномасштабное уже вторжение в Украину, я обратился к Зеленскому, сделал видеообращение, сказал, давайте, если вы мою страну меня признаете гражданином Чеченской Республики Ичкерия, я готов встать в ряды, записывайте меня в ряды добровольцев и так далее. Не признали нас. Не признали, но я, конечно же, это делаю не ради Зеленского, я это делаю ради свободных, независимых украинцев, ради того, чтобы Украина выстояла и победила в этой страшной войне. И я все равно продолжаю делать то, что я делаю. И буду делать. И есть небольшие результаты, успехи в этом направлении. Я также разоблачаю разных агентов, которые пытаются под видом чеченцев внедряться в украинское общество. Разные блогеры там есть и так далее, которые пытаются внедряться. И рассказываю. А мои друзья, блогеры, просто мои друзья украинские, они, кто меня смотрит, они много с первых дней знают, что я никогда не вру, это мое кредо. Только правда, какой бы горькой она ни была, чего бы она ни касалась, чеченцев она касается, украинцев она касается, или американцев, я буду всегда говорить правду, где я не могу говорить всю правду, я просто тогда промолчу, но врать не буду. И этим имею определенное доверие со стороны своих украинских друзей, знакомых, которые звонят мне и спрашивают о чем-то, интересуются, наводят справки о другом человеке и так далее. Поэтому не знаю, почему не признает, но если Чечня это индикатор, если
кто-то не говорит про Чечню, если он начинает говорить о пятидневной войне 2008 года в Грузии и не говорит о 20-летней войне против Чеченской Республики Ичкерия, это наводит на размышления любого здорового человека, любого здравомыслящего человека, независимого и объективного. Потому что люди те же, методы те же, да, Путин, Патрушев, Шойгу, это все те же люди, кто начинал войну против нас. И говорить там про... Даже умудряются сказать, тот же Цимбалюки, разные другие ублюдки, умудряются сказать, что Грузия, пятидневная война в Грузии сказать, и потом забыть, пропустить Чечню и сказать про Молдову. Это они так якобы потом оправдываются, говорят, что Чечня это внутреннее дело. Но более оскорбительного, да, совершили геноцид. Тогда чем тогда Грузия не внутреннее дело? Или Украина не внутреннее дело? А Молдова чем не внутреннее дело? Молдова что же когда-то была Советским Союзом. И мы, чеченцы, вышли из состава СССР, никогда в Российскую Федерацию не входили. Но люди это знают. Это такая отговорка такая. Чечня это типа внутреннее дело. Значит, совершать геноцид внутри страны можно, значит, да, получается. Это просто ублюдки так могут говорить и думать. Или люди, которые ненавидят чеченцев. А на протяжении 25-30 лет, уже можно сказать, с 94-го, можно сказать, 92-го даже года, можно сказать, все 30 лет, идет геноцид чеченского народа, идет дискредитация, очернение чеченцев. И когда вы 30 лет, да, человек, например, мне 44 года, и если я там житель Украины или России, там, русский, например, с 14 лет, 30 лет мне вливают в уши, что чеченцы это головорезы, убийцы, террористы, исламисты, там, радикалы, все что угодно говорят, и потом выясняется, что я ошибся, я лучше 30 лет, если я верил в эту ложь, я лучше сделаю вид, что да, я верю. Дальше верю. И что? Почему я должен сейчас менять мнение? Мне проще, я не знаю, уничтожить этих всех чеченов, чем я изменю свое мнение. Такая вот психология человека. Когда вам 20 лет, 30 лет внушают, что чеченцы это людоеды, а русская история, русская пропаганда, начиная там, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал там, от Лермонтовых там, и других оккупантов, внушала, что чеченцы это убийцы, головорезы и так далее, что мы сами чеченцы даже в это верили. Не говоря уже о том, что русские в это начинали верить. Поэтому вот такая вот история идет. Поэтому я надеюсь, дойдет. А не дойдет, и черт с ними. Пошли они все к черту. Нам глубоко будет наплевать на таких. Так, очередной беженец и патриот Чечни. Так, ассаламу алейкум. Объясни, пожалуйста, зачем переговоры, если продолжаются убивать людей тем и другим? Адам, я считаю, алейкум ассалам, Адам. Я считаю, что переговоры вести не нужно. Переговоры должны быть только одни. Вывод войск со всей территории Украины. Крым, часть Донецка, Луганска. Вывод войск и возвращение всех, обмен пленными. Все. Вот только такой может быть. Только нельзя с ними разговаривать. Да, логика, здравый смысл говорит о том, что нужно договариваться, что наши люди находятся в плену, нужно обменивать, одного человека вытащить, третье, десятое и так далее. Вы тем самым легализуете этих террористов, этих оккупантов и фашистов. Разговор должен быть один. Вывод войск, обмен пленными. Все. Больше разговора никакого. Никаких переговоров. Этот Арахамия, я считаю Арахамия, вот все, что... Или он клинический идиот Арахамия, или же он засланный агент. Он является российским агентом.
или он клинический идиот. Ни то, ни другое, оно никакой пользы не приносит. Мединский это агент Путина, человек Путина. И переговоры, когда ведутся, есть представители вооруженных сил России и есть представители Путина. И вот Мединский и Арахамия, которые между собой там общаются, это агент Путина, этот Мединский. И они между собой общаются. И главное, что нужно сделать Путину на переговорах, военные, они как бы говорят, что они могут из реального положения, там среди них присутствуют российские военные на переговорах. Он говорит, что они могут. Там, отведем войска от Киева, там, из Бучи отведем войска и так далее. Ну, конечно, они отводят не потому, что там жест доброй воли. Вообще жеста доброй воли у русских фашистов не бывает. Это чтобы было понятно. У русских оккупантов уже никаких жестов доброй воли. Вот вы дадите в нос, в пятак дадите им, вот тогда будет с их стороны жест доброй воли. Вот пока вы не дадите в пятак, ни о каком даже если дети будут в огне гореть, ваши дети, и да, их тоже, никакого жеста доброй воли с их стороны не будет. Ну вот такая вот. Поэтому такая вот порода людей. Поэтому не нужно с ними вести никаких переговоров. Я бы не вел бы. Никак. Мы это все проходили в Чечне. Никаких переговоров, никаких разговоров просто. Вот с ними не надо вести разговор. Так, все-таки получается так, что во вторую чеченскую кампанию были наемники. Да, во-первых, не вторая чеченская кампания, а русско-чеченская война полноценная. Или военная кампания. Были наемники. Смотрите, если наемник, человек, воюющий за деньги в чужой стране, когда они говорят контрактники, это получается, что они внутри страны. Когда они за деньги идут и воюют в другой стране, это уже наемники. Мы, чеченцы, вышли из состава Советского Союза в 1991 году. Даже в 90-м году мы получили права союзной республики, были автономные союзные республики, уравнены в правах. И мы в 90-м, еще был Завгаев, Дудаев еще служил где-то в воинской части в Эстонии, в Тарту. И автономные союзные республики, то есть Чеченская республика, Чечено-Ингушская республика, Советская социалистическая республика была такая же, как Украинская Советская социалистическая республика. Вот права были равные. И потом, когда Дудаев пришел к власти, чеченцы просто, как и все, вышли из состава СССР. Это так, чтобы было понимание. На это у нас есть все юридические документы и так далее. При этом мы вышли в соответствии с международным правом и с советским законодательством. При этом мы никогда не входили в Советский Союз добровольно, как мы никогда не входили в Российскую Федерацию. Поэтому нам даже не следовало никаких проводить каких-либо процедур для выхода. Ну, мы, чтобы не было претензий со стороны международного права, соблюли все процедуры и так далее, и так далее. Поэтому все в этом плане было правильно. И поэтому они находились на чужой территории, в иностранном государстве. Они находились, соответственно, они наемники. Вот такая вот, поясняю вас. Потому что эти штампы, они очень вводят в заблуждение. Ассалам алейкум, ва алейкум ассалам. У нас новый вопрос Зеленскому. Так, добрый день. Добрый, Цимбалюк. Это для меня новость. Конкретно что? Много уже я сказал. Привет. Привет. Правильно. Спасибо большое за помощь и поддержку Украины. Пожалуйста. Благодарю за ваш вклад и помощь. Спасибо. Думаешь, як Росія наступить этого разу? Думаешь, як Росія наступить этого разу? Россия проиграла. Дело времени, не волнуйтесь. Я думаю, есть проблема в атомных станциях.
Знаете, не все так однозначно. Во-первых, смотрите, Чернобыль, кстати говоря, об этом сказал Гарри Табах, что Чернобыль защищал генерал-чеченец, украинский генерал-чеченец, и он отступил и передал без боя вот, контроль этим фашистам российским. И украинцы отступили от этого места. Ну, я уверен, конечно, был приказ, и только тогда они отступили. Потому что брать во время боевых действий под контроль на себя ответственность за атомную электростанцию, ну, это очень опасное дело. С учетом того, что сейчас русские по всем фронтам получают по морде в Украине, русские сейчас сказали, что у них было какое-то облучение, там их солдат, их вывезли там куда-то там и так далее, и так далее. И они сейчас там в Беларуси где-то проходят лечение. То есть фактически русские бежали, оставили эту атомную электростанцию. Украинцы не наступают, не забирают у них эту атомную электростанцию. А им нужно соскочить с этого места, потому что в любой момент может произойти провокация. Провокация будет произведена ФСБшниками, путинцами. Военные, я почему говорю на переговорах вместе с Мединским, КГБшником, ФСБшником, путинским человеком, есть военные русские. Сейчас у них конфронтация идет очень сильная. Они между собой никак не могут, ну, уже когда у победы один, да, хозяин, или как говорится, а у проигрыша много про этих, или наоборот, там, ну, неважно. Я так полагаю, что военные не хотят быть никак ответственны, понимая, что вся бесперспективность войны в Украине, поддержка Запада, ленд-лиз, который сейчас откроется, это, ну, невероятная поддержка политическая, информационная, военная, экономическая, ну вся, если нам 10-ю часть оказали бы такой помощи тогда, когда мы воевали, до Украины не дошло бы. Вот это оркоплемя было бы уничтожено там еще, в Чеченской Республике. Вот я думаю, что сейчас уже эти атомные электростанции, уже все от них пытаются избавиться. Вот я это так вижу. Посмотрим. То, что Путин сейчас будет взрывать у себя, в этом я не сомневаюсь. Он и атомную электростанцию у себя взорвет. Он и дома взорвет. Он, ну все, что возможно, и сделает, в этом я не сомневаюсь. Ему нужен сейчас перелом. Он сейчас везде по всем фронтам проигрывает. Ему нужен перелом. Ну, посмотрим. Я горда, что я чеченка, мило. Молодец, мило. Я с вами согласна в оценке Арахамия. Согласен. Да, я очень подозрительный человек. Мне Арахамия, я особо на него внимания не обращал, но я обратил на него внимание, когда он сказал, что кадыровцы захватят атомную электростанцию и потребуют, это бред вообще, 100% он это говорит, то, что ему передает Мединский, ему нужно вброс сделать. Ему нужно сделать вброс, что чеченцы будут захватывать атомную электростанцию. И он делает этот вброс. Он говорит, что кадыровцы захватят атомную электростанцию и потребуют независимости. Ну, такого кретинизма он, может, не до конца понял, что ему говорил Мединский, всю передавал информацию. Или он сам просто такой кретин просто. Не знаю, или Мединский такой кретин, так ему все это передал. Не знаю, кто ему это все передал. Но сам факт, что если чеченцы не говорят о том, что нас убивают, что наша страна оккупирована, и русские в это верят в России, это не значит, что это так. Это значит, что просто мы молчим, потому что нас убивают, как во время большого сталинского террора. Наших детей, женщин, честь, все, что возможно, не оставляют в покое. Поэтому просто чеченцы молчат. И только лишь поэтому мы не говорим.
Но это не значит, что если Кадыров сегодня поднимет флаг Ичкерии и скажет там, мы хотим свободы и независимости, то мы поддержим это дело и скажем, о, Кадыров какой молодец. Нет, ребят, у нас все ходы записаны, каждый преступник записан, просто мы молчим. Потому что нас поставили в такое условие, благодаря всему миру, в том числе и Западу, который с молчаливого согласия, который не с молчаливого согласия, который потакал, там, знаешь, да, бывший канцлер Шрёдер, например, сидит на зарплате. Интересно, почему ему дал Путин эту зарплату? За что он ему платит эту зарплату? А не был ли он, когда был канцлером, на зарплате или на крючке у Путина, у ФСБ? Мне кажется, был. Именно поэтому им дают эти места хлебные. Свою агентуру они забирают. Поэтому мы все помним, мы все знаем. Просто мы молчим до определенного времени. Потому что мы находимся в таком положении. И весь мир нам в этом не помогал и не помогает до сих пор даже. Нос воротят там, да, это же там чечены, террористы, там, исламисты. Ну тогда и все украинцы тогда, нацисты тогда скажем. Или нет? Значит, если украинцы, про украинцев придумали, а про нас, значит, не могли придумать. Такое впечатление бывает избирательное у многих память. И вот этот Арахамия вот такой бред начал нести. И я тогда сделал видео, у меня на этом канале в ТикТоке есть, и в Ютубе я у себя выложил. Я говорю, что за бред? Как раз мы это обсуждали, потому что нам задача попытаться не дать дискредитировать наше общество, и, выйти с минимальными потерями. Хотя сейчас это очень сложно выходить с минимальными потерями. Поэтому я вот после этого сделал о нем однозначную оценку, что этот человек очень ненадежен, или он психически просто кретин, а вроде бы не кретин, вроде бы общается с умными людьми, там наверху бывает. Значит, целенаправленно ведет свою эту работу. Так, извините, что помешал вам деньги прятать. Извините, что помешал вам деньги прятать. Так, не понял. Вы чеченцы или ичкерийцы? Чеченцы это и есть ичкерийцы. Ты мне скажи, Чечня сейчас плохо живет? Конечно, плохо. А ты скажи, ты дебил, Паулос? Дудаев захватывал власть, не было референдума. Да идешь ты, Максим, иди отсюда, ты чертила отсюда, Дудаев, референдум. В Чечне были самые честные выборы. Если не было референдума, если все это так было, зачем вы в 2003 году провели референдум по включению Чечню в состав России и там избранию и принятию Конституции Чеченской Республики в составе России? Зачем? Все же было незаконно. Зачем? Идешь ты отсюда. Меня удивляют русские фашисты, которым хватает наглости после того, как убили 30% наших граждан, нам еще говорят, референдума не было. Когда у вас в России был референдум, скажите мне, пожалуйста. Когда у вас одни честные выборы были, вообще на вашей постсоветской, вот вашей фашистской России, скажите. Вот вы странные чуваки. Так, ну просто усы атомной станции воня потужнее, ніж усы атомной бомбы. У нас Арахамия тоже все раздражает. Раздражает это не то слово. Хорошо, если просто раздражал бы. Получается. И самое интересное, смотрите, Арахамия это кто он? Грузин. Никто не говорит про грузин. Ну, стоит быть, если бы он был бы чеченцем, все говорили про всех чеченцев. Тоже очень странно получается, да? Так, беспокоюсь, что бункерная крыса способна использовать оружие массового поражения. Да, способна. Это была конкретная ахинея, что кадыровцы захватят АЭС и потребуют независимости. Да, Виталий, полная причем. Я думаю, что як Путин возьмет ас под контроль, то Европу возьмет за 2 тижні. Да, я думаю, что вместе с Бандерой воюет Дудаев, Звят, Гамсахурдия. Абсолютно так. Алексей, это ты, кажется, да? Россия страна рабов и соседи тянут свое болото. Да, абсолютно так.
Абсолютно так. Вот такие вот дела, друзья. Друзья, я тогда на этом наш стрим свой закончу. Я через 45 минут буду на канале Реалити в YouTube. Приходите, заходите и можем продолжить через 45 минут. Хорошо? Давайте на этом тогда я наш стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Всего самого хорошего, друзья. Жду вас на канале Реалити через 45 минут.